присутствовать на главном аграрном форуме страны, на выставке «Золотая осень-2013». Именно здесь подводят итоги года. В целом ситуация в растениеводстве вполне приличная. Продолжился рост продукции животноводства, в частности свиноводства и птицеводства. Всем желаю всего самого доброго, успехов всем! Вашему вниманию будет представлено поголовье крупнорогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. Мы такое мероприятие проводим ежегодно. На нашей выставке представлено более 170 предприятий, учреждений, организаций, которые занимаются племенным животноводством в нашей стране. Конечно, их тысячи, но лучшие из них представлены на нашей выставке, достойно представляют все направления работы молочного скота, выведена в нашей стране давно. Она распространена, повторяюсь, практически во всех регионах, до Дальнего Востока включительно. Это типичный скот молочного направления продуктивности. Главная цель его. Средний показатель надоя молока по породе 5500 килограмм. В нашей стране разводятся и породы другие чернопестрого скота. Среди них отечественная порода, выведенная в Архангельской области, холмогорская. Холмогорская порода, значит, 30-е годы прошлого столетия, будем говорить, в Архангельской области выведены и сегодня имеет распространение в целом ряде регионов страны, в том числе достаточно широко представлена в Республике Татарстан. Республика Татарстан серьезно занимается этой породой, имеет целый ряд репродукторов, в которых, значит, выведен татарстанский тип холмогорской породы. Имеет особенности свои, значит, и они продолжают работать над поголовьем, над его качествами, с использованием небольшим прилитием крови галштинского скота для повышения продуктивности. И сегодня вот представлена корова Флора из племзавода Кызыл-Юлы Республики Татарстан. По третьей лактации у нее надой 7,5 тонн, жирность 4,18% и белок 3,15, вес 615 килограммов. Идеальная корова, которая превосходит многих представителей чернопестрой породы.